Оборотни в погонах уже совсем обнаглели. Местного населения так скоро закончится терпение. Подписывайтесь на обновление, будете в курсе всего самого важного. 2 милиционеров в районе Хамадани Хатлонской области задержали по подозрению в избиении местного жителя. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 августа этого года. Капитан Шамсидин Саидзада и майор Фахридин Хакимзада избили местного жителя Нурмухамада Абдурасулова за то, что он не позволил стражам порядка обыскать свою машину, сообщил 20 октября источник в правоохранительных органах Кулябской зоны. По словам источника, капитан Саидзада является подотдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД района Хамадани. Поэтому водитель Абдурасулов потребовал, чтобы обыск машины проводили беспристрастные люди. Никаких наркотических веществ в машине найдено не было. И утром 19 августа задержанного отпустили домой. Нурмухамед Абдурасулов поехал в Душанбе и обратился в прокуратуру, заявив, что сотрудники милиции избили его сначала на дороге, а потом в здании ОМВД, рассказал источник. Сотрудники милиции Саидзада и Хакимзада, по его словам, были задержаны неделю назад, после того, как факт избиения был подтвержден врачами. Кулябской зональной прокуратурой в отношении сотрудников милиции возбуждено уголовное дело по статье 316 «Превышение должностных полномочий Уголовного кодекса Республики Таджикистан». Им грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 4 лет. Следствие по делу продолжается. Попытки побеседовать с пострадавшим Абдурасуловым пока не увенчались успехом. Руководство ОМВД района Хамадани не прокомментировало задержание своих сотрудников. Это не первый случай превышения должностных полномочий сотрудниками милиции в Кулябской зоне. 25 июля сотрудники зонального УМВД Шамшот Шарифзада, Зафар Халов и Джамшед Караматов были приговорены к 14 годам лишения свободы, каждый за причастность к гибели 37-летнего Абдукахора Розикова в ночь со 2 на 3 января этого года. Судом было доказано, что сотрудники милиции применили пытки, что привело к смерти задержанного. Ежегодно десятки задержанных или их родственники жалуются на избиения и пытки в отделах милиции. Правозащитники в качестве основных рекомендаций для предотвращения пыток указывают на необходимость соблюдения законодательных требований к задержанным, своевременное оформление их документов, медицинского осмотра и тщательной диагностики в случае жалоб на здоровье с их стороны. Кроме того, они настаивают, что признание вины под пытками не должно считаться доказательством в суде. Но самым ужасным является то, что в Таджикистане пытки настолько распространены, что многие, просто попадая в руки правоохранительных органов, уже сразу готовятся к тому, что их будут пытать и избивать. Нет никакого уважения к милиции, к ГАИ. Люди в форме являются не защитниками местного населения, а наоборот его врагами. Таджики прячутся, шарахаются, как только видят человека в форме. Разве для этого они существуют у нас в стране? Они должны защищать права и свободы каждого человека, быть опорой и защитой, а не тем, кто будет сниться в страшных снах, от кого будут шарахаться матеря, потому что будут бояться, что их детей убьют или изобьют. Те люди, которые воруют богатых банкиров и убивают ради наживы. Разве это правоохранительные органы? Такими они должны быть. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.